О развитии науки в Башкортостане поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя студии Светлана Мустафина, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию. Светлана Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Анатольевна, не так давно назначены руководителем Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию, но уже на минувшей неделе пришлось выдержать непростой экзамен в Москве, когда 4 вуза Республики Башкортостан защищали свои проекты в рамках «Приоритет 2030». Насколько волнительно было? Конечно, это волнительный процесс и для всех команд вузов, для самих вузов, всех сотрудников вузов, но и для региона в том числе, поскольку хотелось бы, чтобы все университеты зашли в этот проект. Вообще проект – это вот любой конкурс, хочется выйти победителем. И в этом конкурсе тоже как бы отличают те вузы по всей Российской Федерации, выделяют те вузы, которые имеют заделы на научно-технологическое развитие. Технологическое лидерство, передовые технологии по тем направлениям, которые сейчас определяются указом президента Российской Федерации по научно-технологическому развитию. Все университеты, это Уфимский университет науки и технологий, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Башкирский государственный медицинский университет и добавился Башкирский государственный аграрный университет, существенно переработали свои программы. Могу сказать, что действительно вот 13 марта защищал программу развития аграрного университета, а вот 15 марта 3 вуза друг за другом выступали перед советами, защищали свои программы. Хочу отметить, что знаменательным было для команд вузов то, что лично принимал участие глава республики Ради Фаритович Хабиров в защите программ и был фактически членом команды защиты каждого вуза. Это очень значимо, поскольку это означает, что регион заинтересован в этих вузах и рассчитывает на продуктивное сотрудничество и отдачу от этих вузов и вклад в региональное развитие. Какие-то есть предварительные, может быть, уже результаты? Да, все 4 вуза у нас вошли в программу «Приоритет 2030». Это значит, высокая комиссия оценила результаты каждого вуза. 2 вуза – это Уфимский государственный нефтяной технический университет и Башкирский государственный медицинский университет, вошли во вторую группу и получат финансирование около $500 миллиарда рублей. Каждый на 2025 год. И 2 вуза – это Уфимский университет науки и технологий и Башкирский государственный аграрный университет, вошли в третью группу, получат около $100 миллионов рублей на реализацию своих задуманных проектов на 2025 год. Но в конце года, опять же, вузы начинают с нулевой точки отсчета, будут перерабатывать свои цели и задачи, подведут итоги реализации программы, будут ставить какие-то новые амбициозные цели, и мы надеемся, что все-таки мы рано или поздно попадем в первую лигу. Вот сейчас в первую лигу попало 11 университетов. Конечно, это крупные университеты, это и высшая школа экономики, МФТИ, но мы не считаем, что наши вузы каким-то образом уступают этим крупным вузам. Несмотря на то, что они столичные, мы рассчитываем все-таки попасть в первую лигу. Какие уже задачи стоят перед вами? Какие проекты на заметке? Ну, основной из задач Государственного комитета – это все-таки взаимодействие между вузами, научными организациями, бизнес-партнерами, промышленностью, чтобы завязать науку с производством. Сейчас кооперация, такая вот тесная кооперация, она отражается не только на научных продуктах, но она отражается в первую очередь на подготовке кадров. Поэтому это главная задача оказать такое взаимодействие и поддержку со стороны региона для такого взаимодействия. Как патриот Башкортостана мне бы хотелось, чтобы наша республика в образовательной части, в научной части тоже занимала везде передовые позиции. Ну, понятно, что республика занимает передовые позиции в научно-технологическом рейтинге. И это вклад фактически и производства, и высшего образования, и научных организаций. Во-первых, надо удержать этот рейтинг, ни в коем случае не спускаться. Во-вторых, надо создавать новые площадки, платформы для взаимодействия науки и бизнеса, создавать, возможно, новые малые предприятия на базе вузов,
на научно-производственное объединение на базе вузов, которые бы позволили вот создавать новые продукты и организовывать новые рабочие места, высокотехнологичные рабочие места в нашем регионе. Вы сказали, что будете организовывать работу именно с высшими учебными заведениями республики. Есть какое-то, может быть, понимание или как раз работу над этим вы планируете активно начать? Вы знаете, вот очень много уже придумано, и очень много ресурсов уже реализовано. Но где-то эти ресурсы, возможно, не так оптимально работают. Ну, во-первых, прежде чем что-то новое с флагом начинать, нужно просмотреть, а что не так идет, или где взаимодействие не так настроено. Попробовать отрегулировать те возможности, которые сейчас есть уже в регионе, и услышать запросы, с одной стороны, вузов, научных организаций, запросы к региону, услышать обратную связь, то есть запросы власти к научным организациям и к образовательным организациям, запросы промышленности и бизнеса. И вот попробовать наладить такое взаимодействие, чтобы оно было, ну, скажем так, не по принуждению, а по взаимному согласию и по взаимной потребности друг друга. И вот такое вот взаимодействие, оно сейчас тоже существует. То есть создавать различные форумы, площадки для взаимодействия, создавать для молодых хакатоны, где бизнес представляет свои задачи. В моем понимании надо усиливать эту работу, поскольку именно это дает возможность молодому поколению остаться в регионе, участвовать в работе организаций нашего региона. Да? А в то же время наши университеты и научные организации будут понимать свою востребованность именно и в регионе, и за пределами региона. Светлана Анатольевна, а какие меры будут предприняты для поддержки молодых людей, молодых ученых, потому что в республике действительно этому уделяется большое внимание? Ну, меры поддержки молодых людей и молодых ученых, они существуют, и здесь они есть, и не на бумаге, а реально работают. Например, это стажировки в ведущие научные центры России и за рубежом, это поддержка молодых ученых по покупке жилья. Есть гранты молодым ученым, стипендии главы Республики Башкортостан. Ну и для самых маленьких, для наших выпускников школ есть очень хорошая поддержка для тех, кто занимает призовые места на олимпиадах и получает высокие баллы по ЕГЭ, тоже выделяется премия именно для таких студентов. И вузы тоже оказывают такую же поддержку. Например, для поступающих абитуриентов с высокими баллами устанавливается в течение учебного года очень высокая стипендия, что дает возможность студенту развивать свой научный потенциал уже сразу на первом курсе. Я думаю, эти меры поддержки будут развиваться и далее, и, возможно, появятся какие-то новые, но какие новые, скорее всего, анонс мы сделаем уже позже. Светлана Анатольевна, а если говорить именно о научных исследованиях, образовательных программах, вот есть какие-то, может быть, реперные точки, по которым будет именно активно работа вестись? Образование, высшее образование, которое сейчас у нас в вузах реализуется, конечно, отличается от того образования, которое было там, 20, 15, 10 лет, даже 5 лет назад, поскольку мир стремительно развивается, потребности в новых компетенциях, новых сотрудников меняются. Поэтому сейчас вот практически во всех вузах создана новая образовательная программа. Как правило, они пишутся не с нуля, а совместно с индустриальными партнерами. Это означает, что вуз заранее в партнерстве с каким-либо предприятием, например, с предприятием АО ОДК или с предприятием, например, с каким-то медицинским учреждением или же с Газпромнефтью, Уфанипинефть, пишет совместные образовательные программы и встраивает в образовательный процесс новые дисциплины, потребности в которых уже сейчас видятся в рыночной экономике. Поэтому здесь первая задача у Госкомитета, чтобы каждый вуз не был конкурентом друг у друга. Поскольку абитуриент, например, здешний абитуриент или инорегиональный, он, как правило, должен ориентироваться на направление вуза. Что он дает, какие новые компетенции вуз дает, чему новому учат. Ну и ни в коем случае абитуриент не должен думать, а куда ему на эту специальность. Эта специальность есть, например, в 3 вузах, в какой вуз ему пойти. Так не должно быть, и поэтому вот структурно выстраивать такую какую-то общую политику между этими вузами, между образовательными программами, я считаю, что это тоже очень важная задача.
И один из вопросов, есть ли, может быть, представление, какой вы видите науку, исходя из своего опыта, через 5, может быть, 10 лет? Вы знаете, мне очень нравятся те сейчас реализуемые практики и в наших вузах региональных, и в других вузах Российской Федерации, где образование сочетается с практикой. Ну, например, всегда во все времена студент медицинского университета днем учится и подрабатывает в медицинском учреждении. Он через себя фактически пропускает все те знания, которые он получает в теоретическом виде, он на практике их реализует. Вот аналогичные программы сейчас реализуются и в других вузах, и в нефтяном университете, и в Уфимском университете, и в аграрном, и в педагогическом университете, поскольку именно там студенты, уже начиная со 2-го курса, они работают в школах. То есть вот такой вид образования, когда сочетание теории и практики одновременно, я думаю, дает колоссальные плоды и готовит хорошего специалиста. Светлана Анатольевна, в начале нашего интервью я вас представила, что вполне логично, председателем Госкомитета Республики Башкортостан по науке и высшему образованию. Однако это ваша нынешняя должность, а я бы хотела еще озвучить те регалии, которые у вас есть. Вы доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, почетный работник высшего профессионального образования России. И читая вашу биографию, я узнала, что вы родились в Саратовской области, но при этом еще и преподавали в Стерлитамаке. Вот расскажите, как получилось, какие родственные связи у вас есть с Башкортостаном? Действительно, я родилась в Саратовской области, в военном городке, мои родители служили там, но оба, и папа, и мама у меня родом из Башкортостана, это Старлибашевский район и Федоровский район. И когда папа демобилизовался, мы переехали, конечно, на родину к родителям. Но там, где они остановились, там и началось мое становление сначала как школьника, потом в дальнейшем как студента. В городе Стерлитамак родители проживали, я закончила школу в городе Стерлитамак, но училась я в Башкирском государственном университете. То есть я переехала в Уфу и закончила аспирантуру Башкирского государственного университета по направлению математика. То есть я математик, и математика – это моя любимая наука, любимая дисциплина. Я люблю все, что связано с цифрами, и стараюсь все оцифровывать. И детей этому учу всегда. Чтобы сравнить, нужно показать цифры. А в Стерлитамаке, там начиналась моя трудовая биография. Я начинала работать в Стерлитамакском, тогда еще Государственном педагогическом институте. Начинала работу с ассистента кафедрой. И работала до декана факультета, физико-математического факультета, и после этого вот опять вернулась в Уфу, работала в Уфимском университете проректором по цифровой трансформации последние годы. Светлана Анатольевна, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию. В свою очередь, мы, как средство массовой информации, я думаю, окажем вам поддержку для того, чтобы вот ваши патриотичные идеи воплощались в жизнь, потому что мы бы тоже хотели, чтобы молодые люди находили себя и в науке тоже, потому что за этим все-таки будущее. Спасибо огромное, что пришли сегодня в студию, нашли время и пообщались с нами. Я обязательно воспользуюсь вашим предложением, потому что одна из задач Государственного комитета – это популяризация науки и высшего образования. И мне хотелось бы, чтобы на всех площадках, где присутствуют СМИ, конечно, транслировали наших ведущих ученых, наши разработки, наши достижения вузов, научных организаций, производственных лабораторий заводских, чтобы это транслировалось, чтобы люди об этом знали. Это же не просто гордость за тех, кто это создает, это признание, это достижение нашей республики. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.